Жертвами рака в мире становятся каждый пятый мужчина и каждая четвертая женщина. Рак является сегодня одной из главных причин смерти людей после болезней сердца и диабета. В Соединенных Штатах на 2010 год от этой болезни умирал каждый четвертый человек. И еще полвека назад от рака умирал каждый десятый. За последние 10 лет по уровню заболеваемости и смертности в мире онкология переместилась с 10 места на 3-5, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы. Совсем недавно чумой 21 века еще считали СПИД, но сегодня гораздо большую опасность представляет собой онкология. В этом видео вы узнаете список продуктов, которые вызывают рак и в целом разрушают ваше здоровье. Вам стоит перестать употреблять их в пищу. Весь список вредных продуктов условно можно разделить на несколько категорий. Начнем по порядку. Самой безобидной, если можно так сказать, категории добавок, которые значительно подрывают наше здоровье. Вкусовые добавки и консерванты. Нельзя есть продукты с добавкой Е621, глутамат натрия. Берете упаковку товара в магазине и читаете. Если указан глутамат натрия, не покупайте ее вовсе. Глутамат натрия является усилителем вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые неожиданные продукты, дабы подсадить на них население. Будьте внимательны. Лучше воспользуйтесь естественными продуктами. Соль, сахар, перец и так далее. Но глутамат ни в коем случае. Ароматизированные чаи. Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает и нет дополнительных вкусовых усилителей. Все ароматизированные чаи, то с лимонной кислотой, то с апельсиновой, то еще с какой-то там, они вызывают привыкание. У меня уже есть отдельный ролик на эту тему. Кетчуп, различные соусы и заправки. В них высокое содержание красителей, заменителей вкусов и ГМО. Кроме того, консерванты, предохраняющие эти продукты от порчи, нарушают микрофлору кишечника, уничтожая и полезные организмы. Картофельные чипсы. Чипсы сейчас готовят не из цельной картошки, а из пюре. В сущности, это смесь углеводов, жира плюс искусственные добавки. Ничего полезного тут быть не может. Сахарозаменители. Многие сахарозаменители не содержат калорий и очень экономичны. Один пластиковый контейнер заменяет от 6 до 12 кг сахара. Это позволяет экономить на производстве газированных напитков, наподобие колы, сладостей или, например, жвачки. Просто возьмите любой лимонад с прилавка и подсчитайте, что входит в состав. Чаще всего в состав входит аспартам. Это заменитель сахара. В 20 европейских исследованиях, проведенных на крысах, обнаружили, что этот ингредиент может вызывать рак и врожденные дефекты. Исследования показывают, что потребление 2 порций газированных напитков в неделю увеличивает риск возникновения у человека рака поджелудочной железы в несколько раз. Кукурузные палочки и хлопья с сахаром. Если покупаете кукурузные хлопья, палочки и так далее, они не должны быть сладкие, потому что сахар не используется в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов, поэтому используют сахарозаменители. В данном случае цикламат. Соки в пакетах. Ни о каких натуральных соках в данном случае речь не идет. Не бывает натуральных соков в продаже в пакетах. Это все концентрат из стран третьего мира. Не смейте поить этой гадостью детей. Это чистая химия. Это чей-то бизнес на вашем здоровье и здоровье ваших детей. Каши и крупы с ароматизаторами и красителями, идентичными натуральным. Это химические вещества, которые имеют запах или привкус груши, клубники, банана и так далее. Ничего натурального здесь быть не может. Колбасная промышленность. Выяснилось, что при увеличении потребления продуктов из переработанного мяса всего на каждые 30 грамм в сутки риск развития рака желудка повышается на 15-30%. Вареные колбасы. Они из генно-модифицированной сои. Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты имеют в своем составе так называемые скрытые жиры. В их составе сало, свиная шкура, куриная кожа и так далее. Они заменяют 40% веса. И все это маскируется под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Ветчина. Ни о какой натуральности в данном случае вообще не идет речь. Берется тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машине гель расколбашивается вместе с кусочком шейки
и к утру получается огромный кусок мяса. Как такового мяса в нем не более 5%. Все остальное гель. Каротин, усилители вкуса, усилители цвета и так далее. Розовый цвет такому мясу придают красители. Сырокопченые колбасы. Как раньше, уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых опять-таки формальдегид, который передает привет вашему здоровью. Итак, гвоздь нашего выпуска – это транжиры. Рафинированные дезодорированные растительные масла. Транжиры – это растительное масло низкого сорта, разбитое водородом. По молекулярной структуре и пользе для человека эта химия почти не отличается от пластика. Эту гадость кладут практически во все, чтобы сэкономить деньги и продлить срок хранения. Такое масло зашлаковывает организм и является сильнейшим канцерогеном. Транжиры накапливаются в организме и провоцируют рост раковых клеток. Маргарин является еще одним продуктом, который провоцирует рак. Он содержит в своем составе самые вредные и опасные жиры. Очень часто производители маргарина продают его под видом масла. Всегда нужно читать состав. Получается, что все продукты, в которых содержится маргарин, также смело можно назвать не иначе как продуктами, провоцирующими рак. Мороженое. Особенно в специализированных заведениях, типа разных Робинсов или иностранное мороженое. Сейчас фактически невозможно найти мороженое, изготовленное из молока. Если вы найдете где-нибудь настоящий пломбир из молока, тогда смело его можете покупать. Чаще всего в состав обычного мороженого входят транжиры. Теперь поговорим о кексах в упаковках и рулетах. Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Они месяц будут лежать, и ничего с ними не произойдет. Спрашивается почему? Да потому что они напичканы консервантами и транжиром. С шоколадными конфетами та же история. 90% шоколада – это вовсе не шоколад. Шоколадные батончики – это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными продуктами, красителями, ароматизаторами, а также транжирами. Сочетание огромного количества сахара и химических добавок обеспечивает высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. А самое обидное, что все шоколадные сладости нацелены на детей. Также дела обстоят и с плавленными сырками. По сравнению с твердыми сортами сыров, плавленые сыры содержат больше натрия, что делает их нежелательной пищей людям, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они абсолютно не усваиваются. Как итог, в целом можно сказать следующее. В рационе человека должны преобладать свежие овощи, фрукты и орехи. Так, регулярное потребление фруктов уменьшает риск рака на 63%. Берегите свое здоровье, подписывайтесь на канал и смотрите новые видео. До новых встреч, друзья!